А что празднуют в семье Хабибулиных? Какой повод? Самый что ни на есть и главный. Пришли гости дорогие, бабушка с дедушкой. Традиционно в пятницу семья вместе. Хабибулины старшие, Ляля Фаизовна и Альфред Мубарякович, навещают внука и сына с невесткой. Передают привет от самых старших. Обе прабабушки маленького Ильдара во здравии. Глава семьи Марат. Вне дома он начальник службы средств диспетчерского управления Белорецких электрических сетей, акционерного общества «Башкирэнерго». Обыкновенный парень. Школу закончил, институт, Уфимский авиационный, в то время еще назывался, затем переименовали в университет. 2 года в армии, проработал по специальности инженер-электронщик. Приехали в город мой родной после армии, это был 96-й год. Обратился в бюро трудоустройства, где требуются инженеры-электронщики. Мне сказали «Башкирэнерго». Сейчас работа немножко другого характера, больше работаю с людьми, с новым оборудованием. Вот именно сейчас связь шагает далеко вперед. Изучаем новые направления, опыт зарубежных. В основном сейчас на развитие именно зарубежное получается. Электроника вперед шагнула. Но хотя и отечественная догоняет. Вот последнее наше приобретение – это диспетчерская станция отечественного производства, тоже современная, цифровая. Марат, вы с такой любовью говорите об энергетике, об электронике. Откуда эта любовь? Я закончил Белорецкую компьютерную школу. В то время это тоже очень считалось, дает хорошее образование. И мне вот понравилось первые азы, как мой преподаватель, это вот Хазанкин Роман Григорьевич. О нем в Башкирии много раз слышали, не только в России, и не только в Башкирии, но и в России. Вот первую, так сказать, к учебе толчки именно он приучил. А любовь к технике, это, наверное, у меня с рождения. Купив новую игрушку, буквально, наверное, она у меня и дня не прожив, я узнавал, что внутри. И поэтому, а направление электроники, нравилось электричество, может быть, тоже собрать машинку, вот конструкторы электрические были у меня. Ну и здесь как-то вот именно пошел я в электронику. Жена Марата, Гузель, работает в одной из лабораторий Белорецкого металлургического комбината. Занимается проблемами защиты воздушного и водного пространства. Молодые познакомились еще в студенческие годы в Уфе. Поженились и отправились в армию. Приехали мы туда, у нас была маленькая воинская часть. Поселили нас в общежитие в комнате 2×4. Где у нас был стол и кровать стояла. Офицерское общежитие. Так мы прожили 2 года. Ваши первые впечатления о семье Марата? Там были и бабушки, и прабабушки. Какие они люди тут? Люди они очень добрые, отзывчивые, понимающие. Всегда готовые помочь в трудной ситуации. Никогда нас не бросают, приходят к нам, мы к ним часто ходим. Короче, мы живем дружной большой семьей. Гузель, вот у каждой семьи есть какие-то традиции. Вот вы их продолжаете, стараетесь продолжать? Да, мы стараемся все эти традиции продолжать. Какие они? Ну, такие как, когда ребенок рождается, и семкушу. Когда, например, квартиру получили, Курануку в новом доме. Для них и бабушки наши очень близки, ценны. Вот даже такой случай. Вот они приехали с юга. У нас как-то заведено, кто приезжает, откуда-то привозит гостиниц. Ну, у всех, наверное. И первым делом, вот мы созвонились. Мама, мы сейчас съездим к нанайкам, увезем им гостиниц с юга, а потом вы к нам приходите, понимаете? Только они приехали, еще нигде не были, они уже поехали вот на Ксаротова, одна у нас живет, другая на Пушкина живет. Первым делом, значит, их посетили. Я как свекровь, ведь свекрови всегда бывают такие привередливые. В этом плане у нее вот не отнять, что она всему учится. Она из села, может быть, не совсем все умела. Как-то, если что-то ей надо, мама, как сделать, мама, как это сделать, как... Или по телефону звонит, или придет, давай вместе сделаем. По крайней мере, стремление вот создать, учиться, создать в семье комфорт, уют, и чтобы было все хорошо, у нее это есть. Поэтому нам со снохой повезло. Чем почуют гостей в доме Хабибулиных? Пироги с яблоками и чак-чак. И свекровь, и сноха знатные хозяйки.
А рыбу готовят мужчины. Дед Альфред Мубарякович, майор запаса, юрист-правовед, заядлый рыбак. Я своим сыновьям пытался прививать, чтобы они любили труд. Так они всегда с малолетства были со мной, где я работаю, они там и молоток держат, и лопатку преподнесут. Так вот, со мной за ягодами, со мной они и на рыбалке, любители природы. Ежегодный отпуск, значит, они 10-15 дней в тайге живут, приезжают пешком 50-100 километров рюкзаками в течение недели. Это для них вот это большой отдых. Два сына, значит, старший учился в компьютерной школе, младший пошел по его стопам. Для него было радостно носить одежду брата, то по его книжкам учиться. Значит, вот он старался всегда как Марат, но впоследствии, я считаю, он даже обогнал. Так его, так и успешно сейчас трудится. Он над защитой свой диплом готовит. Поэтому с сыновьями горжусь. Хорошее время сейчас для них, молодежи, наступило. Тут для трудолюбивого человека трудись, и все в своих руках сам может Всего достичь можно. себя показать и себя зарабатывать. Не так давно Марат и Гузель Хабибуллины переехали в новую квартиру. Помогли родители и президентский фонд. Нашел документы различные, регламентирующие работу этого фонда, ознакомился с ними. Потому что посмотрел, и буквально я по всем статьям подхожу, что мне тоже этот фонд вполне может помочь. Тем более жилищный вопрос он для молодых семей всегда же существовал. Нашел телефон представителя этого фонда в городе Белорецке, с ним связался, написал заявление. Я очень рад, что у нас вот в республике данная политика, все-таки это очень положительный момент. Я разговаривал со своими одноклассниками, которые учились в других областях. Это Екатеринбург, Самара, Москва. Но таких программ я от них не слышал, что вот они могут взять жилье, что в рассрочку на несколько лет, что у них вот, по крайней мере, с моих одноклассников никто в других областях таких вот не нашел. Мы в прошлом год назад въехали в квартиру, сейчас потихонечку рассчитываемся. На 4 года нам рассрочку дали. Поэтому то ли мне в единый момент собрать эти сумму, чтобы оплатить квартиру, мы, конечно, не могли. За 4 года вот с супругой постараемся, конечно. Стараемся, вроде пока долгов у нас нету перед фондом. И вроде и у фонда претензий к нам нету. Прекрасно.